всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о будущем якутского языка. Друзья, внимание на экран. В последние годы не раз говорилось о том, что якутский язык теряет свою самобытность и литературность. Люди все больше разговаривают на якутском, упрощая его, либо заимствуя многие выражения из русского языка. На фоне этого усугубилась проблема билингвизма в Якутии. Многие не находят причин разговаривать на якутском языке, так как оба языка выполняют схожие общественные функции: общение в семье, в школе, на работе, просвещение, масс-медиа, литература, кино. Семенова Ольга Ивановна, директор детского издательства «Кескиль» имени Мординова Амма Ачагая, окончила отделение журналистики филологического факультета Якутского государственного университета имени Максима Кировича Аммосова. Трудовую деятельность Ольга Ивановна начала еще будучи студенткой университета редактором на радио НВК Саха. Что будет с якутским языком? Исчезнет ли он? Итак, друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, нам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты — те, кто считает, что сохранение нашей республикой родного языка является примером для других национальных республик. Якутский язык преподается в школах, литературу на родном языке с удовольствием читают, а кино знают по всему миру. Пессимисты — это те, кто считает, что якутский язык все-таки теряет свою самобытность. Многие якутские слова теряют свое исконное значение, и также многим людям привычнее и удобнее выразить свои мысли на русском языке. Также многие ребята якутской национальности не говорят на родном языке. Такая тенденция, скорее всего, сохранится, и поэтому в будущем язык народа Саха, скорее всего, превратится в своеобразную музейную культуру. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону как можно больше участников. Итак, друзья, выбираем зоны. Оптимисты будут справа. Пессимисты будут слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Профессиональный журналист и многодетная мама. Директор детского издательства «Кескиль». Ольга Семенова. Здравствуйте, здравствуйте. Ольга Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, ребята, за теплую встречу. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Ну, то, что мама, вы уже слышали, закончила университет Якутский государственный. Родилась я на родине трех героев. Героя гражданской войны, героя Отечественной войны и героя социалистического труда. В нашем селе одновременно развивалась национальная культура, и есть у нас Никольская церковь. Поэтому синергия культур была всегда, и мы вообще не думали, теряем ли мы язык или воспитываемся ли в этой среде. Мы росли очень естественно, очень творческие учителя, творческий коллектив, и творческая среда была в нашем селе. Сейчас мы перейдем к небольшому блиц-интервью. Соответственно, будут быстрые вопросы и быстрый ответ. Так, первый вопрос. Как вы считаете, знает ли современная молодежь якутский язык? 50 на 50. Достаточно ли поддерживается якутский язык со стороны государства? Да. Пользуется ли популярностью якутская журналистика? Трудно сейчас ответить. На самом деле были и времена получше. Почему важно говорить о проблемах якутского языка? Проблема якутского языка, на самом деле, она связана с пространством, где мы растем. Важно сами люди, сама молодежь, как организовывают эту среду. Сложна ли работа директора детского издательства? Нет, конечно же, это же работа с детьми. Считаете ли вы себя примером для подражания? Ну, да. Почему? Потому что у меня дети говорят на якутском языке. Третий ребенок довольно-таки с трудностями говорить на якутском языке, на своем родном языке. И моя задача, чтобы она стала говорить на якутском языке. Какую книгу вы посоветовали бы прочитать каждому, кто знает якутский язык?
Я сама в первом классе прочитала роман «Саска Кем» Николая Егоровича Мординова «Матчигая». Мы сделали это с мамой, и я советую всем молодым людям, если еще не читали, прочитать этот роман. Итак, Ольга, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться по нашей теме. Хорошо. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считают, что сохранение нашей республики родного языка является примером для других национальных республик. На якутском языке говорят в школах, читают якутскую литературу с большой любовью, ну а о наших фильмах знают во всем мире. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что якутский язык теряет свои позиции. Забываются исконные якутские слова, и многим людям легче упростить его или выразить свои мысли на русском языке. Многие молодые люди якутской национальности не говорят на якутском языке, а также считается, что такая тенденция, скорее всего, сохранится. И в будущем, возможно, якутский язык превратится в своеобразную музейную культуру. Сейчас, дорогие друзья, наши участники, мы уже обращаемся к вам. Друзья, скажите, поделитесь, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем с оптимистов, пожалуйста. Я считаю, что якутский язык вполне хорошо развивается, потому что у нас, как сказали ранее, есть образовательные программы. Государством это щедро финансируется, поддерживается, а также наш народ не забывает свои традиции и дарит известность якутской культуры по всему миру. Пессимисты, почему вы выбрали свою позицию? Чисто мое мнение, я считаю, потому что в последнее время наблюдается тенденция, что среди молодежи забываются якутские элементарные, даже самые элементарные слова. Из-за этого теряется культура. И если так будет, если игнорировать эту проблему, то эта тенденция в следующем поколении будет ужасающей, не такая, как сейчас. Оптимисты, пожалуйста. Сейчас, конечно, немало факторов и причин для того, чтобы оказаться в том месте, но я считаю, что якутский язык, он вполне развивается и он силен, потому что есть целый институт языков и культуры народов, где мы учимся. И государством, да, это поддерживается, может быть и не так масштабно, да, но все равно, пока мы есть, якутская молодежь, я, ты, вы, мы, якутский язык будет жив. Пессимисты? Я, наверное, выражаю позицию того, что все-таки неизбежно случится. Понимаете, в нашем мире идет тенденция глобализации. Все-таки якутский язык, он размывается и теряет свои границы. Оптимисты, пожалуйста. Якутский язык является примером для исчезающих языков. Это юкагирский, эвенский, эвенкийский. Он прошел через русификацию, и у якутов не упал дух того, что они любят свой язык, сохраняют свою культуру. И также у исчезающих языков тоже остался этот дух. И этот дух не проломится, потому что язык является частью культуры, а культура делает человека личностью. А личность — это то, что делает общество цивилизованным. Молодец. Пессимисты, пожалуйста. Я тоже пессимист, но я хочу сначала понять, что вы подразумеваете под развитием языка. Это создание новых слов или каких-то новых фразеологизмов или что? То есть то, что сейчас происходит, да, есть Институт языков и культуры народов, да, но заняты ли они развитием языка? По-моему, они заняты его изучением и Сохранением. да, и сохранением, но попыткой сохранения. Вот. И поэтому точку зрения, что язык развивается, я принять вообще никак не могу. Но насчет того, что его можно еще сохранить, какую-то часть, наверное, да, но для этого нужно добавить больше усилий. Все. Спасибо. Оптимисты? Создание новых слов это невозможно. Изучение — это и есть сохранение.
А вот девушка говорила о глобализации. Ну, давайте обратимся к истории, пока, якутский народ был как бы необразованным, да, вот после царского времени или до царского времени. И, конечно, русский народ, он помог, вот, создавая церкви, там, школы, и якутский народ стал образованным. И, может, это старт, как можно рассматривать. Но сейчас якутский язык развивается, я думаю, это именно настал тот век, где надо вот сохранять, развивать, потому что 90-е были разные времена, и 80-е, как мы слышали, читали. И поэтому пока молодежь, молодежь мы такая яркая и смелая, мы можем сохранить, создавая разные проекты, стартапы, акселерационные программы. И, конечно, будущее за нами. И если даже взять вот пожилых людей, да, конечно, они вот займут ту позицию, но мы можем аргументировать то, что якутский язык будет жив. Спасибо. Пессимисты? Добрый день, я вот тоже пессимист. Я считаю, что якутский язык, он сейчас, вот, да, как сказали ранее, размывается, потому что все идет из детства. Получается, сейчас детские сады, школы, институты, они имеют все русскую программу обучения, получается, вот. Из чего дети, которые раньше, да, с года до 3 лет говорили в семье на якутском языке, приходя в детский сад, начинают путать язык якутский и русский, все это смешивать, получается, и того он не умеет говорить ни на якутском и ни на русском. Поэтому я считаю, что если человек хочет развиваться, если детей свои родители хотят развивать, то лучше это делать на русском языке, потому что это везде и всегда будет нужно. Якутский язык на бытовом уровне знать, это можно изучить, наверное, в семье на бытовом уровне. И вот так вот. Более русский язык, он нам нужен, мы вынуждены его учить, я так считаю. В поддержку девушки также хотелось бы добавить то, что размытие происходит еще по стечению обстоятельств. Понимаете, сейчас... Вот опять же обратимся к истории, да. 80-е, 90-е это были люди старой закалки, которые считали, что девушке саха положено выходить за кого? За парня саха, конечно. А сейчас я иду по улице и все чаще наблюдаю интернациональные пары, интернациональные семьи. Дети метисы, по-другому сахаляры, они все чаще по стечению обстоятельств оказываются в государственных садах, где преимущественно кто? Русскоговорящие дети. И по стечению обстоятельств они попадают в обычную школу, где отдельные якутские классы, конечно, есть, но все равно получается так, что создается некий вакуум, в котором якутский как-то вот так вот не проникает. И получается, что человек просто не представляет якутский как жизненно необходимую важность, скажем так. И вот про русский язык как важный в плане государственного уровня я тоже вот девушку поддерживаю, потому что русский язык мы должны учить с самого детства, потому что проходим государственную аттестацию. Это ОГЭ, ЕГЭ и ВПР всякие. И получается, что если бы якутский это был шансом для поступления хотя бы, по крайней мере, в вузы, наши колледжи, то тогда, естественно, ситуация бы поменялась. А пока, раз мы этого не наблюдаем, то позиция оптимиста все еще остается сильной. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Друзья, давайте сейчас мы обратимся к нашей гости. Пожалуйста, вопросы от вас. И давайте начнем с оптимистов. Добрый день. Как вы думаете, сохранение языка от чего зависит? У меня на этот вопрос, встречный вопрос к аудитории, сперва вот к пессимистам, да? Есть ли у вас страница в социальных сетях? Да, Поднимите руки, кто ведет его на родном языке. Да, абсолютно верно. Мы наблюдаем, что 20% ведут на своем родном языке. Можно ли их назвать пессимистами в этом случае? Так, теперь вопрос такой же, и обращаюсь я к оптимистам. Кто ведет свою социальную сеть на родном языке? Практически 100%.
Вот от этого зависит состояние родного языка, насколько мы долго можем ее сохранить. Почему якутский язык всегда сравнивают с женщинами и с любовью? Но человек рождается в определенной семье, вне зависимости, где это происходит, да. Смотрите, когда вы произносите первое слово, кто вас этому учит? Да, потому и, наверное, не у нас только, не только у народа Саха, у каждого, кто имеет свой родной язык, это связано с матерью. Да, согласен. Спасибо. Спасибо. Оптимисты, пожалуйста, ваш вопрос. Ольга Ивановна, как журналисту я задаю вопрос. Читаемость высока на русском или на якутском языке? Вот возьмем хотя бы вот Кескиль, детское издательство. Да, читаемость высока на якутском языке. Она всегда была высока, потому что вот девушка отметила 80-е, 90-е годы, но 80-е это одно, 90-е это одно. Это как до и после, да. Но всегда вот тираж нашей любимой газеты нашего поколения достигал до 82 тысяч экземпляров. И сейчас идет такой некий переходный момент, несмотря на то, что появился видеоконтент и аудиоконтент, все-таки вот Эльдар правильно заметил, да, что читаемость на якутском языке, она выше. Спасибо. Оптимисты? Еще раз здравствуйте. У меня такой вопрос. Какие есть проекты именно нацеленные на развитие языка вообще? Вы знаете, с прошлого года у нас в Якутии работает государственная программа по развитию и сохранению родных языков, государственных языков, вернее. Вот, и мы участвуем на конкурсах, например, и вы, наверное, отчасти участвуете. Поддерживаются некоммерческие организации, которые являются вот именно пропагандистами, так скажем, да, амбассадорами таких проектов. Есть, конечно, государственные компании, как вот НВК Саха, наше издательство. У нас есть еще взрослой журналистики компания Саха Печать. Да? Они сейчас работают над тем, чтобы дойти до носителей языка, то есть охватить всю республику своим присутствием и своим диалогом. Вот. И то, что касается еще мероприятий, да, на самом деле мы же живем все с вами в Якутске, вот в студенчестве живете, вернетесь ли вы в свои родные районы, еще неизвестно, да. Мероприятия в населенных пунктах, там, где улусные школы, детские сады, на самом деле очень сильные педагоги и методисты есть там, да. А наша задача с их помощью организовать вот по лингвальной среде, как вот девушка-пессимист отметила, такую среду, чтобы было удобно говорить на своем родном языке. Пожалуйста, пессимисты. Мне очень хотелось бы уточнить, что наша сторона, мы пессимисты, не хейтеры языка. Мы не враги его, мы не хотим, чтобы он исчез, мы не хотим, чтобы он ушел в небытие и так далее. Мы просто беспокоимся за него. Просто такая проблема действительно есть, и мы смотрим прямо ей в глаза. Я считаю, что нужно принять тот факт, что есть данная проблема, и только когда мы примем это, только тогда мы сможем делать шаги по предотвращению возникающей угрозы. А если говорить, что да, все у нас нормально, то ничего не делать, то тогда он точно исчезнет. Да, давайте, как вас зовут? Яна. Яна. Давайте возьмем вашу зону ответственности. Что вы конкретно делаете в сохранении родного языка? Участвую в этом мероприятии. Так, за пределами этой студии, где ваша зона ответственности? Нигде.
Я просто изучаю якутский язык и беспокоюсь за него, и все. Где вы изучаете этот язык? Дома. Я на самом деле очень плохо говорю по-якутски, но мне на самом деле стыдно это признавать, но так и есть. Но я предпринимаю все попытки, чтобы его узнать. Вот. И просто я замечаю, что данная проблема, она не только у меня, у большого числа моего окружения. И поэтому я в пессимистах. Да, давайте. Что помогло, как вы считаете, чтобы вы быстрее начали выражать свои чувства, свои эмоции на родном языке? Ну, вот ваши ощущения как человека, который занимается этим дома. Интересный вопрос. Как вы это сейчас делаете? Я просто пытаюсь отвечать на том языке, на котором мне задали вопрос. И я пытаюсь слушать радио с мамой, это Тетим. Это очень интересно, и очень часто я обсуждаю, что же я услышала и что я из этого поняла и вынесла. А какой вы ребенок в семье? Единственный. Единственный. У вас есть племянники? Да. Они говорят на родном языке? Понимают? 50 на 50, понимают. Вот возьмите те 50%, которые понимают якутский язык, и попробуйте рассказать на родном языке сказку для них. Хорошо, я это сделаю. Вот, спасибо. А это к чему? Это потому, что язык детский, он все-таки более простой. Мы пока не говорим о литературном якутском языке. Попробуйте, вас поймет ваш племянник на родном языке, и постарайтесь достигнуть такого уровня, чтобы он понимал рассказанные вами сказки на якутском языке. Спасибо, аплодисменты. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Как вы думаете, есть ли будущее у якутского языка? Ну, если все сохранят свой русский, якутский язык, то, думаю, есть. А будут ли на нем говорить через 100 лет? Ну, мало людей, думаю. Ну, есть, конечно. Будут ли, народа, я думаю. будут ли на нем говорить через 100 лет? Да, думаю, да. Да, это же как бы весь мир населяют разные народы. Куда денется язык, я так думаю. Да, конечно, есть. Будет ли он существовать через 100 лет? Да, в любом случае будет. Да, А будет ли он существовать через 100 лет? возможно, я в этом не уверен. Конечно, есть. А будут ли на нем говорить через 100 лет? Конечно. Какие меры предпринять, чтобы якутский язык развивался? Ну как, ну мне кажется, и так поддерживаются обряды, традиции. Но мир меняется, и сейчас молодежь смотришь, и на английском говорят, ну как бы вперемешку слова. Но все равно, мне кажется, языки останутся, и, ну как это называется? Больше пропагандировать тогда, какие-то делать мероприятия. Думаю, что так, наверное. Ее бы стоило учить и, не знаю, преподавать, как и дальше. Ну, побольше развивать культуру, якутскую речь в основном. И не забывать своих предков. Хороших людей, что было, которые разговаривают на якутском языке, больше книг, спортсменов, еще раз повторюсь, и очень, очень много, чтобы людей было, которые говорят на якутском языке, книг и достопримечательностей. Проводить больше мероприятий, связанных с ним. Укрепить систему образования в школах, в том числе, и в вузах. Так я считаю. Что ж, друзья, мы просмотрели сюжет и увидели то, что в целом в нашем обществе позитивно оценивают ту ситуацию, которая у нас связана с нашим родным якутским языком. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, какие способы являются эффективными для того, чтобы наш язык не только сохранялся, но и развивался? Давайте начнем с оптимистов.
Насчет двуязычия хотелось бы сказать, что сейчас очень активно развивается русский якутский перевод. Вот, например, в 2019 году в одном очень известном переводчике добавили наш язык родной якутский, что, по-моему, является огромным толчком и доказывает, что у языка есть будущее. Можно Хорошо. ремарку поставить здесь? Да, пожалуйста. 2 месяца назад я поехала в Удмуртию. Нас встречали нашим родным языком. Я спросила, откуда вы знаете? Они узнали из этого переводчика. Прямо аудировали. Круто. Давайте поаплодируем. Пессимисты, ваше мнение? Родители, если хотят, чтобы их ребенок изучал якутский язык и говорил на якутском языке, нужно целенаправленно искать классы якутского языка, детские сады якутского языка, например. Вот. Если с детства ребенок не может изучить якутский язык, он уже потом не будет говорить. Это уже на многих примерах понятно. То есть переучить ребенка, который уже говорит на русском языке, достаточно грамотно, да, уже не получается. Поэтому все идет, мне кажется, социализации с детства. Эффективный способ сохранения якутского языка является социокультурное проектирование. Через молодежные гранты можно сделать проект, который будет целенаправлен на сохранение и формирование якутского языка и для его развития. Пожалуйста. Для развития языков, в том числе коренных малочисленных народов Севера, делается очень многое. Например, я юкагирка, я являюсь переводчиком газеты «Илкен» на юкагирский язык. Но сейчас это идет в электронном виде. Хотелось бы, чтобы это было, конечно, и его выпускали в газетах, может, выпускают, чтобы также переводили. И сейчас там переводят чукотский, юкагирский лесной и эвенский. Хотелось бы, чтобы это расширилось и переводили и долганский, и эвенкийский, эти языки. И также повысилась ставка. Также в прошлом году вышли учебники на юкагирском языке. Не просто учебники, а они прошли ФГОС, и сейчас в начальном классе будут изучать по этим учебникам. Проводится очень много мероприятий каждый год. И через эти мероприятия у людей всегда приходит осознание того, что мы вот юкагиры, и мы должны разговаривать на юкагирском языке, и все больше и больше. Сейчас я также являюсь студенткой. В дальнейшем хочу преподавать юкагирский язык. Хотелось бы очень сильно преподавать в своем родном селе. Вот. И думаю, что через все это, через то, что проходит, через людей, которые всем этим занимаются, они больше расширят язык, чтобы на нем разговаривали. Спасибо. Тут хотелось бы сказать и пригласить тебя к сотрудничеству, потому что в прошлом году мы издали разговорник «BFD Туречингнем», это на венкийском языке. Мы перед тем, как провести эту работу, провели конкурс среди семей, которые говорят на венкийском языке, конкурс стихотворений и постановок. Приняло участие порядка 400 семей. Да, мы очень были этому рады. Были и семьи из-за пределов Республики Саха-Якутия. Да, и в прошлом году, вот в конце прошлого года, мы создали интерактивный разговорник для детей венкийского языка. Конечно, с нами отработали очень хорошо наши эксперты. Это Фаина Матвеевна Лиханова, да, и учителя из Нейрингры и Енгры. Мы благодарим, конечно, институт, который поддержал тоже это направление, сам Жиганский район, который очень легко отозвался на этот проект. И этот проект очень стал своеобразным таким фундаментом понимания, скажем так, на современном языке бизнес-процессов, вообще как это строится.
Да? То есть этот проект очень в себе много вобрал именно с методической точки зрения рекомендаций, с которыми мы можем уже подойти к другим языкам коренных малочисленных народов Севера. Поэтому мы сейчас вот готовимся к периоду развития вот именно отношений с эвенским языком, да, и у нас есть планы еще дальше развивать это в сторону юкагирского языка. Поэтому как молодого представителя этого языка, носителя языка, мы тебя приглашаем к сотрудничеству. Итак, Ольга, хотелось бы узнать у вас, с какой из наших сторон вы наиболее согласны? Ну, я очень надеюсь, что пессимисты в сторону пессимистов перешли по той чистой случайности, что аудиторию надо было разделить на две категории. Потому что я такого особого пессимизма в этой стороне, в левой стороне от меня, так получилось, не увидела. Я увидела конструктив и готовность к сотрудничеству. Это самое главное, что сегодня более актуально для нашей современной ежедневной жизни. Быть партнером или оказаться не партнером. Да? То есть уступать друг другу, согласиться друг с другом. Если с чем-то не согласен, обязательно надо это обсудить и все-таки быть за то, чтобы синергия состоялась, чтобы все-таки мы шли все вместе, а не вот так вот, вот здесь и вот тут. Ну что ж, друзья, сейчас наступил момент истины. Давайте зададимся вопросом, поменялось ли ваше мнение? Можете поменять сейчас свою группу. Пессимист, который убедился в обратном, может перейти к оптимистам. Ну и наоборот, соответственно. Поэтому, друзья, давайте определимся своим мнением. Ну и на счет 3 можно будет совершить переход. Я все-таки здесь нарушу вашу традицию, уважаемые руководители, ведущие, да? Надо встречаться где-то посередине, да? Потому что вот сидеть и смотреть друг друга в глаза и говорить, что ты теперь на моей стороне, вот в течение вот этих нескольких минут невозможно. Поэтому эта ассимиляция проходит где-то именно посередине, когда стираются границы, и вот в этой середине, да, уже определяется тот лидер, который поведет вот этих людей вперед. Да? Ну, кто-то останется, вот здесь останется и перейдет, может быть, обратно в эту сторону или обратно в эту сторону. Но обязательно нужно встречаться где-то посередине. Я предлагаю середину зала. Хорошо. Но перед этим, Ольга, у вас есть возможность определить лучшего участника, кто, на ваш взгляд, в нашей аудитории себя проявил лучше всех. Сегодня я принесла вот такое литературное лото для детей. Мы сыграли это с детьми, с взрослым населением. Оно одинаково полезно как для детей, так и для взрослых, для всей семьи. Все-таки язык начинается с детских лет, поэтому я сегодня принесла детские журналы, и в том числе, наверное, знакомый вам журнал «Чуранчик». И здесь есть те маленькие стихи и сказки, которые можно будет прочитать своим племянникам. И в стороне пессимистов я увидела свою целевую аудиторию, кого можно быстро от середины зала переводить на свою оптимистическую сторону. И я свой подарок хочу передать Яне. Расскажи о себе, пожалуйста. Ну, я Терешкина Яна, студентка группы С-18. Это кафедра социально-культурного сервиса и туризма в Институте языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. И мне очень приятно, что мне дали этот подарок. Я буду его использовать. Я обязательно передам его своим детям, когда они родятся. И я сохраню их. Спасибо. Я все-таки предлагаю, чтобы ты немедленно приступила к этому, начала играть в это литературное лото с теми друзьями, которые являются носителями языка, да, и рассказывать вот сказки и стихи на родном языке тем племянникам, которые являются тоже носителями твоего родного языка, и что половина ваших племянников, которые все же не знают родного языка, присоединятся к вам и к такой замечательной Эджи, как Яна. Давайте поаплодируем.
Ну а сейчас, дорогие друзья, мы приглашаем вас всех подняться сюда, так сказать, встретиться где-то посередине, где вы, собственно говоря, можете продолжить обмен вашими мнениями. Это была передача «Я молодой» С вами были ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. на благо себя и родной республики. Всем пока! Ребята, конечно, молодцы, что есть очень большой интерес к родному языку, к своему будущему, в том числе и рождению детей, и привитию родного языка. Поэтому все-таки родной язык, чей бы ни был он, ни Саха, ни Эвенка, ни Когира, ни русского, всех она очень актуальна, когда мы говорим о национальной идентичности, о содружестве. Самое главное, что каждая самобытность, она имеет очень хорошие корни, чтобы воплотить идеи объединения, идеи партнерства и идеи развития. Это самое главное, поэтому идентичность каждого народа, она все-таки основана на языке. И я хочу, чтобы все национальности сохранили свой родной язык.